В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Сегодня вся республика отмечает национальный праздник якутян Исэх. Он представляет собой весенне-летний праздник в честь бога Аи и возрождения природы. Слово «исэх» дословно можно перевести как «изобилие». Эпидемиологическая ситуация в регионе, к сожалению, не позволяет провести праздник с привычным масштабом. Исэх будем праздновать в режиме онлайн. Учреждения культуры и искусства подготовили мероприятия, которые каждому позволят почувствовать сопричастность к общереспубликанскому празднованию. Якутяне смогут увидеть Исэх Туймады-2020 на канале НВК «Саха». Вечером в 19:00 народный известный мастер-кузнец, заслуженный работник культуры республики Мандар Ус проведет мастер-класс. Вечером также пройдет праздничный концерт. С национальным праздником Исэх якутян поздравил глава республики Айсен Николаев. Руководитель региона отметил, что Исэх сближает всех жителей многонациональной Якутии, воплощает гостеприимство нашего народа, раскрывает доброту души. Он также добавил, что Исэх Аланхо в Алекминске, к которому готовились все жители района, обязательно состоится в следующем году. Айсен Николаев пожелал якутянам мира, добра и успеха. Еще один не менее важный праздник сегодня отмечают в России – День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году. То, насколько ценен труд врачей, сейчас в период пандемии коронавируса понятно как никогда. И День медицинского работника – еще один повод сказать спасибо всем, кто лечит и спасает. Современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение болезней и поддержание здоровья человека, но и на предупреждение различных заболеваний. Желаем вас, дорогие наши медики, желаем вам счастья, здоровья вам и вашим близким. Пусть у вас никогда не опускаются руки. Это очень важно в вашем нелегком труде. С Днем медика! От всей души поздравляю вас! Желаю не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть жизнь одарит вас счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей, успехов в вашем деле и хорошего настроения. 24 часа в сутки бесперебойной работы. И это не преувеличение. Врачи, которые спасают пациентов с коронавирусной инфекцией, подвергают себя опасности каждый день. А еще им на несколько месяцев пришлось забыть про своих родных. О героях нашего времени Дмитрий Тымыров. Каждодневные выезды, бесконечные потоки больных с COVID-19 и полное обмундирование. Теперь маски, перчатки и защитный костюм – это обязательные требования на работе. Мы там одеваемся, сначала нательное белье одеваем, защитные комбинезоны, респираторы, шапки, перчатки и сапоги. Медицинские работники, которые согласились работать в период пандемии с пациентами с COVID-19, не думали, что коварный вирус разлучит их с семьей, родными на долгие 3,5 месяца. Именно столько времени уже прошло с начала эпидемии. Алло. Алло, сыночка, привет. Привет, мам. Как у вас дела? Нормально. Дома все хорошо? Да, все чисто. Молодцы, я очень по вам соскучилась. Мы тоже скучаем. Скучаю по внукам. Ну, внуков у меня много, 20 внуков. Очень по ним скучаю. Ну, в гостинице вот мы живем. Кормят хорошо, все хорошо. Просто скучаем, конечно, по дому. Связь с родными только по телефону. Никаких встреч и передачек. Рабочее место теперь для них стало действительно вторым домом. Работают здесь 24 часа в сутки. Проводятся консультации специалистов Минздрава, главного инфекциониста Минздрава, главного пульмонолога. Проводим консилиумы с участием главных специалистов, заместителя главного врача, главного эпидемиолога. Также проводим телемедицинские консультации. У многих, кто сегодня задействован в работе с пациентами COVID-19, дома остались дети. Каждый из них, завершая рабочий день, стараются с ними выйти на связь, поговорить и подарить частичку себя через это общение. О чем мечтаете, когда закончится период карантина?
период карантина маму, папу и ребенка увидеть. Я скучаю очень, чтобы это закончилась, эта болезнь. Очень хочу видеться с дочкой, инвалидкой, там дома остались. Очень скучаем по дому, по родным, конечно. Конечно, тяжело здесь работать. А пока ангелы в белых халатах борются с пандемией, руководство регионального министерства здравоохранения запустило акцию «Спасибо вашим родителям». И детям, чьи родители сейчас борются за жизнь больных с COVID-19, отправляют благодарственные письма и значки. Ребята, вам министр здравоохранения Республики Саха-Якутия Елена Фаримовна Борисова отправила письмо. Разрешите зачитать. Дорогие Владислав, Станислав, Айталина, вам пишет министр здравоохранения Республики Саха-Якутия. Мы работаем вместе с вашей мамой. Ваша мама – моя коллега. И это значит, что она всегда очень много работает. Но сейчас, когда, как вы знаете, большое количество людей болеет новым коронавирусом, она работает еще больше. Я хочу сказать вам в этом письме, что мы очень гордимся. Я счастлива, что мы работаем вместе с вашей мамой. Она настоящий супергерой. И с этим знаменательным праздником, День медицинского работника, вас сегодня поздравляют ваши родные и близкие. Здоровье вы спасаете и даже жизнь порой. Ведь каждый медработник практически герой. День медика сегодня. Спешим поздравить вас и пожелать, чтоб в сердце огонь ваш не угас. Хоть дни бывают трудными, вам это не впервой. Желаем вдохновения в работе непростой. Мы поздравляем с Днем медиков. Чтоб коронавирус должен быть побежден. Мамочка, поздравляем тебя с Днем медицинского работника. Мы тебя очень сильно любим. Пожалуйста, возвращайся скорее домой. Мы ведь так скучаем. Дмитрий Тымыров, Сергей Михедов, Ильяс Рамятников, Владимир Павлов, Якутск. Сотрудники компании «Транснефть» поздравили медиков Нюрнбергской центральной районной больницы с профессиональным праздником. Подробности в следующем сюжете. Приурочили к Дню медицинского работника. Волонтеры компании «Транснефть Восток» организовали акцию благодарности врачам, которые работают на передовой в период пандемии коронавирусной инфекции. Приобрели предметы первой необходимости, которые сейчас нужны вот именно в медицинских учреждениях. Так как мы знаем, что наши работники медицинских служб сейчас тоже, скажем так, находятся на изолировании, вдали от дома, им тут необходимы предметы первой необходимости, такие как чайники, микроволновые печи, сувенирные какие-то наборы для чаепития. Вот все это мы решили приобрести и вручить нашим работникам медицинским. Коллектив учреждения поблагодарил нефтепроводчиков за систематическую помощь больнице и с радостью принял подарки. На сегодня в обсерватории у нас проживает 30 медицинских работников, которые непрерывно задействованы в оказании медицинской помощи ковидным больным. Медицинские работники в течение 2 месяцев проживают в обсерватории санатория «Горизонт». И сегодня компания «Транснефть Восток» поблагодарила наших медицинских работников с Днем медицинского работника и подарила бытовую технику, которая, конечно, нашим медицинским работникам, проживающим в обсерватории, очень нужна. Подобные акции благодарности для врачей были организованы нефтепроводчиками в Алекминске, Алдане, Тынде и Сковородино. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерінгрі. В условиях полной изоляции практически весь объем работы алданские медики перевели в выездной режим. В поликлинике идет прием экстренных пациентов. Впрочем, те люди, которым наблюдение и помощь требуется постоянно, тоже без внимания не остаются. Основная нагрузка в условиях пандемии досталась терапевтической службе. Татьяна Вахнина продолжит тему. Терапевты Алданской городской поликлиники до обеда находятся в кабинетах. Сейчас помощь оказывают всего 2 специалистов. В режиме повышенной готовности нагрузка на них увеличилась многократно. К сожалению, вдвоем на весь наш большой город. Хотя, может быть, кажется он не очень большим, но нагрузка на нас идет колоссальная, конечно. Коллеги наши трудятся в ковидных отделениях, и поэтому вся амбулаторная помощь, она, конечно, на наших плечах.
У врача-терапевта Екатерины Жулиной участок большой. На прикрепленных к нему улицах проживают свыше 1000 человек. Тех, кому необходимо постоянное наблюдение, на участке Екатерины Николаевны немало. Пациентов с хроническими заболеваниями врач принимает по предварительной договоренности, чтобы исключить скопление народа перед кабинетом. Может быть, работать сложнее, с чем связано. Мы уже, конечно, привыкли к СИЗам, да? Потому что сейчас становится жарко, температурный режим такой, что тяжело. И в комбинезонах тяжело, и в масках, но все равно, тем не менее, вот мы уже привыкли. В соседнем кабинете ведет прием врач-терапевт Владислав Вампилов. Сейчас Владислав Анастасьевич оформляет пациента на операцию, затем отправится к больным на дом. В выездном режиме медики работают почти 3 месяца. Нагрузка еще больше стала. Пациентов в поликлинике, так сказать, не принимаем. Сейчас планового приема нету. И в основном приходится к ним ездить все на вызова. То есть на адреса, на дому всех принимаем. Людям, перенесшим инсульт или инфаркт, показана восстановительная терапия. Страдающим астмой или диабетом необходимо принимать лекарства, которые можно получить лишь по рецепту. Несмотря на прекращение планового приема, эти пациенты без внимания и помощи не остаются. Рабочий день у нас в общем начинается с 8 утра и может закончиться часов тоже так же 20 часов вечера или 21. В режиме повышенной готовности понятие длительности рабочего дня для медиков перестало существовать. Ежедневно на дому врачи обслуживают несколько десятков пациентов. Оказывая помощь, врачи и медсестры ведут с больными беседы о важности соблюдения мер безопасности. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Эпатажная певица в стиле этно Зарина Копырина вновь удивила публику, выступив в 15-м сезоне популярного шоу «Америка ищет таланты». Об участии в конкурсе и творчестве группы «Олакс» она поделилась с нашим корреспондентом Айсеной Бурнашовой. Горловое пение, таюк и имитация звуков природы. В своем выступлении группа «Олакс» показала все великолепие якутской этномузыки. Для участия в американском шоу Зарина и Андреас выбрали песню «Зомби». Ее подготовка заняла у ребят 1,5 месяца. В итоге мощная и пробивная композиция в талантливом исполнении музыкантов заиграла новыми красками. Аплодировали все. Каверами мы с Андреасом не занимались как-то даже принципиально, потому что до этого я вообще не пела на английском языке. Надо было сделать то, что американцы знают. Они не знают песню на якутском языке, но они вот услышали «Зомби». И для нас это был первый опыт такой профессиональный сделать кавер. Группа прошла во второй этап конкурса. Что будет дальше, для зрителей пока загадка. Но удивлять «Олакс» точно умеют. Взрывная энергетика с национальным колоритом – то, что отличает их группу. Мы поем традиционные песни, фольклор моего народа Саха, и помимо этого наши песни, собственно, сочинения с модными битами. Получается очень стильная музыка, вот благодаря Андреасу, который пишет электронную музыку. В Творческом союзе музыканты работают уже 5 лет. Из них 2 года они провели в Америке. За плечами у группы 2 альбома, впереди 3-й. Он будет в стиле неошаманизма. Это направление в музыке, их визитная карточка. Но помимо музыкальных вершин у ребят есть и другие, не менее амбициозные планы. В случае победы в американском шоу музыканты получат $1 миллион. И они уже знают, на что потратят эти деньги. Мы мечтаем с Андреасом сюда привезти урага, якутский балаган, и открыть центр духовный и образовательный, где дети коренных народностей могли приехать сюда, в Штаты, и научиться новым интересным технологиям. И в Саха у нас есть очень много таких детей, молодых людей, которые могли бы научиться этим знаниям. С одной стороны, иностранцы, они могли бы посетить этот духовный центр и ознакомиться с нашей культурой и научиться к чему-то новому. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва, Сан-Франциско, Калифорния. К этой минуте у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами.